Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: настанут времена для моей общины, для моей уммы, для людей, которые последовали за мной, которые уверовали в меня, которые называют себя мусульманами и верующими, моя умма. Когда молитва не будет совершаться должным образом, и когда повсюду распространятся высокие здания, когда люди будут клясться обо всем подряд именем Аллаха и не выполнять свою клятву, когда люди будут много проклинать друг друга, распространяться взятки и прелюбодеяния, люди начнут пренебрегать вечной жизнью, будут продавать вечную жизнь за роскошь этого мира. То есть люди станут материалистами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если вы застанете это время, ищите убежище, ищите убежище, ищите пути избежать всего этого. Это нелегко, но нам нужно держаться подальше от всего этого. В другом хадисе человек спросил: «О посланник Аллаха, что значит искать убежище, искать защиты? Что ты имеешь в виду под этим?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил это так: это значит оставаться дома и держать рот закрытым, оберегая язык и руки от совершения недозволенного, пока смерть не явится к тебе. А ведь придет время и похуже, братья мои, когда человек так запутается во всем происходящем в мире, будет настолько сбит с толку тем, что слышит и видит в этом мире, что он не будет знать, что ему делать, куда идти и с кем быть. Будет остерегаться всего подряд. Даже сидя у себя дома, он будет воздерживаться от всего, чтобы не оступиться. Хотелось бы совершить добро, но куда он пойдет? Он бы рад избежать зло, но оно повсюду. Многие молодые люди спрашивают меня: почему ислам обо всем говорит харам, харам, харам? Это неправда. Ислам не говорит, что все харам. Но когда вокруг столько разврата и недозволенного, выглядит так, словно в исламе запрещено все. Но из-за того, что мы живем во время, о котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что грехи будет легко совершать, и что скромность будет обесценена, это привело к тому, что обесценилась человеческая жизнь. Ее ценность утрачена. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам: люди перестанут совершать молитву должным образом. Молитва людей утратит смысл. Пятикратный намаз будет совершаться в спешке, с пренебрежением. Молитва перестанет представлять для них важность. Если на пути встанут деньги, они будут оттягивать молитву, оставят ее. Если парень захочет встретиться с девушкой, пообщаться, и наступит время намаза, то он его пропустит. Если предоставится возможность получить выгоду, то намаз станет последним, что придет человеку на ум. Один брат сказал мне: я не хожу на пятничную молитву из-за работы. Я спросил его: а ты пытался найти время для этого? Нет, ислам же предписывает мне обеспечивать свою семью. Ответ на это очевиден. Если бы Аллах не одарил тебя семьей, у тебя не было бы семьи изначально. Ты неблагодарно отворачиваешься от Аллаха, полагаешься на кого-то другого, кроме Него. Тех, кто взял себе покровителя, кроме Аллаха, Аллах в Коране сравнивает с пауком в паутине.